Оля, а как этот храм оказался здесь, окруженный спортивным комплексом? Этот храм построили еще в 20-е годы прошлого века. В Туркестане на то время был запрещен сбор средств на строительство храмов и на церковные нужды, так как в то время шла Первая мировая война и все средства уходили туда. Но епископ Иннокентий призвал местное население, чтобы собрали пожертвования на строительство церкви. И осенью в 1915 году в Тастаке колокола возвестили о начале первом богослужении, и владыка Иннокентий осветил храм в честь Божьей Матери всех скорбящей радости. В 1932 году Союз воинствующих безбожников принял свой пятилетний план, в котором намечал о закрытии храмов всех религий и высылку за границу всех служителей культа. И этой страшной участи не избежал и этот храм. Летом в 1933 году храм был закрыт, утварь, облачения, иконы уничтожены, а духовенство арестовано. Что только этот храм не пережил. Сначала здесь содержали заключенных, потом из него делают клуб «Красный текстильщик». Затем здесь находится пошивочная мастерская, а спустя некоторое время храм переделывают под кинотеатр. Спустя некоторое время из этого здания делают склад, а в 1973 году сюда переезжает филиал городской библиотеки номер 11. И лишь в 1995 году верующие обратились к владыке Алексию с просьбой, чтобы тот походатайствовал перед властями, чтобы они вернули храм верующим. И новая жизнь храма началась 6 ноября 1997 года. В наше время найти храм весьма непросто. Точный адрес этого храма – Туркибаева, 145, но найти его тоже непросто, потому что вокруг него заставлены многоэтажки. Но ориентир служит озеро Сайран, и я советую его посетить, потому что этот храм необычайно красив внутри и снаружи.